Новый мировой судья в Сибае. Торжественная присяга и официальное назначение состоялись на днях. Что готовит год собаки? Обзор нововведений, вступающих в силу с января 2018 года. Служба в храме отрады и утешения и яркий традиционный концерт в Центре детского творчества. О том, как отмечали второй по значимости праздник после Пасхи, вы узнаете в сегодняшнем выпуске новостей. В студии Милиш Бердин. Здравствуйте. Самые первые длинные выходные Нового года завершились светлым праздником Рождества Христова, который православные христиане отмечают 7 января. В Башкортостане его празднуют порядка 2 миллионов горожан. Ирина Оренбургина с репортажем о рождественской службе в храме отрады и утешения. Свеча, зажженная перед иконой в церкви, является символом молитвы, обращенной к Богу. Большим количеством этих благословенных огоньков озаряется храм Божий накануне праздника Рождества Христова, отмечаемый православными христианами 7 января. Много памятных дат отмечают православные христиане. Однако на протяжении уже многих веков этот является одним из самых долгожданных и любимых, как детворой, так и взрослыми. В ночь с 6 на 7 января прихожане разного возраста начали собираться в храме отрады и утешения задолго до начала главной рождественской службы. И, как обычно, он едва вместил всех желающих попасть на торжественную божественную литургию, которую возглавил настоятель отец Владимир. Как когда-то мудрецы Востока, желая увидеть рожденного Богомладенца, ведомые звездой пришли на место его Рождества, принесли с собой дары младенцу. И мы сегодня можем тоже не просто формально отметить этот праздник, но должны действительно приносить дары тоже любви, милосердия, сострадания, веры своей. Вот это будет настоящим подарком для новорожденного Христа. Рождение Спасителя человечества, Сына Божьего Иисуса от Девы Марии, христиане считают настоящим чудом. Поэтому Рождество – один из любимых праздников во всем мире, пропитанный особой атмосферой ожидания волшебства. Все верующие ждут чудес, ставят свечи и молятся за то, чтобы следующий год был лучше и счастливее уходящего. Праздник также знаменует собой завершение поста длительностью в 4 недели. Во время этого периода православные христиане стараются исповедоваться и причащаться. В эти благословенные дни я желаю всем помощи Божией, всем нашим телезрителям, всем горожанам, и христианам, и мусульманам. Всем нам необходима эта Божья любовь, и всем нам нужно переделать себя, придя к Богу более очищенными, более белыми, более светлыми. Поэтому всем желаю в новом году стать действительно немножко новыми, чище, лучше, чтобы больше было у нас любви, милосердия, сострадания, терпения, кротости, воздержания, всего того, чего приносит людям радость в этом мире. Всем помощи Божией, с праздником вас, дорогие жители города Сибая. Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина, от Бога истина, рождена, несотворена, единосущна, Отцу им же вся выша. Ирина Оренбургина, Радмир Исингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Рождество – любимый христианами праздник, овеянный светом и радостью. В нем заключено много тепла, доброты и любви, которыми хочется делиться с друзьями и близкими. Этим и поделились организаторы традиционного праздничного торжества, состоявшегося в Центре детского творчества и собравшего представителей разных вероисповеданий города. Христос родился, Христос родился.
Спустившиеся с небес ангелы кружились в рождественском хороводе и вещали о рождении младенца Иисуса Христа. Концерт на сцене Центра детского творчества открылся выступлением воспитанников детской воскресной школы. Зрители наслаждались рождественской сказкой по мотивам произведения Самуила Маршака «12 месяцев», сопровождаемой песнями, стихами и танцами. На праздник по обыкновению собралось много граждан. Кто пришел сюда впервые, а некоторые посещают концерт ежегодно. Каждый год хожу с удовольствием. Вот сегодня поздно пришла, места не было, с краю сижу. Все, спасибо. Спасибо за этот концерт. Мы каждый год посещаем этот концерт, тем более, что у меня там выступает 2 внуков от церковного общества. Поэтому нас очень радует и наслаждение получаем от этого большое. Во второй части мероприятия выступили певчие храма «Отрада» и «Утешение», хореографические и вокальные коллективы города. Многие из них, среди которых и хор ветеранов города, постоянные участники праздничного концерта. Каждое Рождество выступаем. Какие-то пожелания нашим телезрителям? Ну, конечно, здоровья, удачи, пусть дети будут здоровы, внуки растут в счастье, в мире. И сами будьте здоровы, чтоб было. Чтоб мир был на земле. Все были счастливы, и каждый год праздновали этот праздник в семье, среди друзей, среди родителей, внуков, детей. Концерт из года в год дарит людям радость и знакомит с тайной прихода в этот мир Иисуса Христа. Дух Рождества не покидал присутствующих ни на минутку. Организаторам в очередной раз удалось подарить зрителям настоящий праздник, который никого не оставил равнодушным. Екатерина Марочкина, Ирина Оренбургина, Радмир Исингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. В преддверии Нового года в своих выпусках новостей мы показывали, как веселились маленькие жители города на открытии новогодних городков и утренниках. Один из последних в минувшем году праздников прошел в торговом центре «Аструм», где на особенном утреннике собрались дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Дед Мороз, Снегурочка, Метелица, Барбоскины, Снежные тролли. Эти и другие сказочные персонажи веселили ребят, пришедших на елку, организованную руководством торгового центра «Аструм» для детей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. На новогоднем утреннике мальчишки и девчонки не только получили подарки и сладости, но и смогли поучаствовать в интерактивном представлении, где вместе с героями сказок и мультфильмов они разучивали песни и танцы. Из года в год руководство торгового комплекса «Аструм» организовывает уже традиционный благотворительный утренник и радует детишек из малоимущих семей, ребят с ограниченными возможностями здоровья, попавших в трудную жизненную ситуацию. Наградой для них становятся слова искренней благодарности детишек и их родителей, смех и улыбки, горящие радостью глаза. Ляна Кириллова, Гуль Хамитова, Али Кадыров, Гульвина Раскильдина, телекомпания СТВ. Начало Нового года традиционно приносит не только праздничные хлопоты, но и крупные изменения в различных законодательных сферах, вступающих в силу с 1 числа календарного года. Нововведения 2018-го включают увеличение минимальной заработной платы и других доходов разных категорий горожан, новации автострахования, изменения в сфере здравоохранения и другие. Детальнее о том, что несет наступивший год, в обзоре Рената Музафарова. С 1 января 2018 года в России появился новый вид социальных выплат – пособие для семей, в которых родился или усыновлен первый ребенок. Выплачивать его будут ежемесячно до достижения первенцем возраста 1,5 лет, исходя из размера прожиточного минимума ребенка, установленного на региональном уровне. Средний размер составит 10 500 рублей. Эта сумма будет выплачиваться адресно, по предварительным данным пособия станут получать около 340 тысяч семей ежегодно. Новация коснулась и выплаты материнского капитала за второго ребенка. По желанию родителей эти средства можно получать частями на ежемесячной основе. Для этого нужно подать соответствующее заявление в пенсионный фонд. Минимальный размер оплаты труда в новом году составляет 9489 рублей. От его размера зависит повышение зарплат, больничных и других пособий. Так, повышение МРОТ на начало года составило 85% от величины прожиточного минимума. Изменения коснулись порядка 4 миллионов россиян.
Пенсии по старости увеличились на 3,7%, порядка 500 рублей в среднем по стране. Средний размер пенсионных выплат повышается до 14 300 рублей. Пенсии работающих пенсионеров заморожены с 2013 года. В 2018 индексация также не предусмотрена. Отдельно индексации будут подвержены выплаты военным пенсионерам в связи с 4% повышением денежного содержания российских военнослужащих. Социальные пенсии в размере 10 068 рублей начнут получать дети, у которых при регистрации отсутствовали сведения о родителях, отказники, найденыши и подкидыши. Выплаты будут производиться до достижения 18-летнего возраста или до 23 лет в случае поступления в вуз на очное отделение. С настоящего года вступает в силу новая форма ОСАГО, дополненная QR-кодом в верхнем правом углу. Электронная маркировка несет в себе сведения о собственнике автомобиля, лицах, допущенных к управлению и другие данные. Срок, в течение которого можно отказаться от навязанной или ненужной страховки, увеличивается до 2 недель. Акцизы на автомобили и бензин также переживут увеличение. С января настоящего года в России вступает в силу запрет на производство и продажу алкогольных напитков с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции и тонизирующих веществ, так называемые алкогольные энергетические коктейли. Исключение производства такой продукции для экспорта. Вступил в силу закон, предусматривающий оказание медпомощи посредством дистанционных консилиумов медиков между собой и дистанционных консультаций пациента с врачом, в случае, если первичный прием и осмотр пациента врач уже провел очно. Кроме того, планируется, что через портал госуслуг и личный кабинет пациент сможет получать персональную медицинскую информацию, делать выписки из истории болезни, самостоятельно отслеживать статус медицинских тестов и многое другое. Реализация закона потребует подключения всех медицинских учреждений к интернету и к единой государственной информационной системе. Утвержденный правительством список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов пополнился 60 лекарствами и 8 лекарственными формами, уже имеющихся в перечне. Для льготных категорий граждан дополнительно внесено 25 лекарств и 2 новые лекарственные формы. Список дорогостоящих лекарств для пациентов с редкими заболеваниями пополнился 3 препаратами. Ринат Музафаров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. На днях в Сибайском городском суде в присутствии представителей правоохранительной системы города состоялась торжественная присяга и официальное назначение нового мирового судьи. Подробности далее. Как известно, мировой суд – это первичное звено судебной системы, рассматривающее в упрощенной процедуре незначительные гражданские, административные и уголовные дела. В Сибае всего 4 судебных участка. Новый судья Ольга Огородникова начала работать на 2-м участке, куда относятся микрорайон Рудничный, поселок Горный, переулки Станционные и Торговые, часть домов проспекта Горняков, улиц Ленина, Пионерской, Тукая и других. В судебной системе сравнительно молодой блюститель закона с 2008 года. В эти дни она была представлена сибайцам. Ранее, с 2008 года, я работала в поселке Приютово в администрации Приютовской педсовет на должности сначала старшего специалиста по общим вопросам, потом была переведена на юрисконсультом после получения диплома об окончании высшего заведения. С 2009 года работаю в мировом суде, была принята на должность секретаря судебного заседания, потом через год была переведена на должность помощника мирового судьи, где трудилась до настоящего времени. Город мне очень понравился, люди очень добрые, очень радушные. Спасибо большое всем за прием, который здесь оказали, за помощь, за поддержку. Надеюсь, что будет работа плодотворная, продуктивная, что будет все нормально, все получаться. Обещаю судить, принимать решения законные, обоснованные, не нарушать сроки, чтобы и граждане были довольны, и, как говорится, не было нареканий от вышестоящего руководства. Мировой судья назначена на новую должность сроком на 3 года. Лена Кириллова, Айгуль Хамитова, Аль-Кадыров, Гульвина Раскильдина, телекомпания СТВ. И последнее. До середины января в стенах Сибайского музея функционирует необычная выставка экзотических птиц и животных, которая обязательно понравится как взрослым, так и детям. Если вы давно планировали познакомить детей вживую с пресмыкающимися, красивыми птицами или обезьянами, то вы непременно должны показать ребенку занимательную коллекцию ручных животных, открытую для посещения в Сибайском краеведческом музее. В эти дни там работает контактный зоопарк «Мохнатый пернатый». Мы приехали к вам из Тюмени, привезли разных зверюшек. С ними можно поиграть, подержать, погладить, сфотографироваться. Все они добрые, хорошие, ручные, очень привыкли к посетителям, к детям.
Всех мы вас ждем в гости. 170 рублей взрослый билет, 130 детский, дети до 3 лет бесплатно. Работаем мы с 10 утра до 7 вечера. Каждый день без обеда и без выходных. Среди обитателей контактного зоопарка хорек, удав, павлин и зеленая мартышка. Также шиншиллы, филин, игуана, кролики и даже крокодил. Конечно, все контакты с животными контролирует опытный экскурсовод. Возможность провести интересные выходные и приобщить детей к природному миру у сибайцев есть до 15 января. Это все вести на 9 января. Я желаю вам удачи и прощаюсь. До завтра.